كبيرا والحمد لله كثيرا سبحان الله بكرة وأصيلا سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья и сестры. Великая хвала всезнающему Аллаху, воистину мы рабы Его на этом земле. Но сегодня хвала всемогущему Аллаху, Он знает, что правдивый человек всегда говорит правду. То, что было в прошлом, все возвращается в ахират. То, что делается сегодня, тоже возвращается в ахират. Аллах говорит через посланника Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям, каждое деяние будет находиться на весах в судный день и будет извещено. Воистину, мои слова правдивые, и они говорят все и в фактах, и в четкости. Поэтому я обращаюсь, чтобы люди знали, что сегодня хочет от нас Турция, Азербайджан в лице НАТО. Поэтому их планы на Кавказе все знают, что у них хитрая политика. Потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, еще в свое время предсказывал, что Турция будет уничтожена, наказана. Но к этому идем. Азербайджан – это республика гнилого урожая. Это коррупционный, не знаю еще, как их называть, самые отвратительные коррупционные системы на земле. Всякий мерзкий образ жизни выходит из Азербайджана. Там нету никакой закон, никакие порядки, нет там честь, совесть, ничего нету. Все грязь, смута, сплетни, разводы, разводят во всех делах, обманывая. Живут на самом отвратительном, самом последнем месте эта республика. Но эта республика сегодня, говорит лезгины, наши братья. Как могут вы быть нашим братьям, если у вас республика идет коррупционная система, однополые браки? Вы брат брату грызетесь ради деньги. Вы ради деньги обманываете во всем мире людей, на рынках, везде. В тюрьмах что творится в Азербайджане? Это кошмар. Все начальники, у них у каждого в сейфе наркотики. Все у них есть. Сколько тавани у них. На карты играет, проигрываете. Если кто-то не смог заплатить вовремя, его петушатник загоняет, изнасилуют. И администрация этих тюрьм все поддерживает. Все гейская республика, это все распространяет Азербайджан, только зло на этом земле. Это все Содом, Гоморра, все это бесчестие, все это исходит оттуда. И вы говорите, лезгины ваши братья. Как я могу своих лезгинов считать вашими братьями, когда они будут пачкаться от вашей республики грязные? Поэтому мы никогда не были братьями и не хотим быть с вами братьями. Вы враги, которые столько лет спустились на наши земли, кровь пьете нашего народа. Вы сегодня говорите, мы ваши братья. Как мы можем братьям быть? Столько лет вы почти запрещали лезгинам прийти к власти в Дагестане. Гайдар Алиев всякие подножки давали лезгинам, чтобы лезгины к власти Дагестана не приходил. Столько министеров вы там в Дагестане лезгинов взорвали. По вашей системе вы заказали директор ковровой фабрики Навруза, убили его, самого богатого человека в Дербенте.
И что вы сделали в Дербенте, Саид Джамалович, мафиозной системы Гайдар Алиева в Дагестане, Мухаммад Али, Саид Джамалович, Гайдар Алиев. Почему именно столько евреев 90-х годов все убежали? Потому что вы убили их главного банкира, убили его голову, отрезали, короче. Вы приказали это все. После того начали евреи все убегать. Это Гайдар Алиева планы. Саид Джамалович замешано. После него его сын Курбан Курбанов вообще грабил весь Южный Дагестан. Все земли было продано за деньги. Коррупционной системой занимался сильно Дербенте. ФСБ его брал, отпускал. Целые машины, документы он зажег. Очистил себя типа, но документ еще осталось. Его подписью, его печатами. Поэтому я хочу справедливость. Этот человек должен быть наказан. Он какой имел право продать все наши земли. Поэтому, дорогие мои братья, правда есть правда. Потому что политика Азербайджана на территории Дагестана это есть яд для нас. Это есть грибок, наказание для нас, для нашего народа. Многие лезгины, которые не знают немножко, в чем суть дела, они считают, они наши братья. Ну как могут это правительство нашим братьям быть, если они на границе всегда грабили наш народ? Грабили, взятки брали, грабили. Кто-то туда проходил, сюда проходил. До сих пор сегодня граница закрыта. Не отпускает народ, мучает. Вот это наши братья, да, вы называете. Вот все, что делает Азербайджан, это для того, чтобы вас в капкане держать и использовать на свои грязные выгоды. Азербайджане говорят, армия хорошая. Если мы уберем лезгинский народ, все кавказские народы от армии Азербайджана, это одни базарные останутся. Они все разбегутся. Армия Азербайджана никуда не годится. Я видел их и в Карабахе везде, как они бегали. Как они женщины оставляли, бросали, бегали оттуда все. На рынке России только они могут героями быть. Понимаешь? Вот поэтому вы сперва, прежде чем говорить, что лезгины наши братья, думай, смотри свое государство, которое вы создали на земле Лезгистана, в нашем огороде. Чем эта республика занимается? Всякие мерзкие дела исходят от них. Начиная от коррупционной клановой системы, все за разный образ жизни они сегодня себе выбрали, начиная от однополых браков. Неужели у вас честь, мужское достоинство не осталось? Бессовестные. Вот ваше правительство. Я знаю, что когда я выхожу, вы как ниже пояс всегда разговариваете. Но у вас язык только к этому привязан, чтобы ниже пояса говорили. Вот ваше образование республики, которые не знают, что говорить, что выходит со рта. За словами вы не можете следить. Поэтому многие люди понимают, что я говорю во имя Аллаха, все правда. То, что вы там пишете против меня, ругаетесь сколько хотите, я не хозяин ваших слов. Ни один слово в этом мире ваше не исчезнет. Все слова обрушатся на вашу голову рано или поздно.
Поэтому мы не ваши братья. Мы не можем быть братья у тех людей, кто поддерживает клановую систему Азербайджана, кто беспредельничает на территории Азербайджана, запрещая лезгинам свой материнский родной язык. Столько лет вы издеваетесь над лезгинами. За любой газет, который купил в Дербенте, кто-то поехал в Кусари, за эти газеты вы его брали, сажали в тюрьму, издевались. Сразу сказали, что это садвалист или кто-то там. Вот ваше братство, чтобы каждый лезгин, чтобы видели. И сколько горя в каждом доме создали, используя наш народ на ваши конфликтные положения в Азербайджане. Вы явно забрали чужую территорию Арцах. Это Арцах входил в Кавказская Албания, это наши земли. Там жили удины, армяне. Вы у них отобрали это, ихний очаг. Но мы заберем это все, вернем обратно. Справедливость наверху должен. Вы не сможете создать на Кавказе свою грязную республику, потому что эти земли для вас будет навозом. Поэтому вы неправильно думаете, размышляете, что Дагестан наши братья, лезгины наши братья. Мы не коррупционеры. У нас честь выше всего у горцев. Вы без чести не можете зайти там, где живут народ честный. Мы всегда веками были примером, чтобы все народы брали пример, служили Аллаху, жили по обычаям, традициям. Но мы не был такой народ, который падал на колени, поклонялись кому-то. Поэтому ваша политика, грязная политика, что творится в Азербайджане, нам не по пути. Ваше говно, мы не хотим, чтобы наши ноги пачкали. Мы не хотим быть коррупционерами, грабить свой народ, взяточниками. На любом повороте вы любого обманываете. Поэтому нам не по пути. А люди, те, которые не признают Азербайджан, хоть они будут в Азербайджане жить, они наши братья. Потому что они нуждаются в помощи, поддержке лезгинского народа. Пока лезгинский народ не наведет порядок в Азербайджане, на своем огороде, там порядок никогда не будет. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, правда, воистину, справедливость исходит от Аллаха к нам, и через наши деяния, справедливым деянием, это деяние возвращается к Аллаху. Вот суть справедливости. Азербайджан – это государство, которое у них нюх только к деньгам. Поэтому они вооружаются, покупают, обманывают, сеют смуту во всем Кавказе. Грузия хочет стравливать против России. Армения хочет стравливать сейчас против России. Украину замутили куда шухейческие банды там. Всех, короче, против России. Вот это все. И НАТО идет туда, там говорит, а Россию надо уничтожать, Россию, это враги России такие. Америка идет тоже против России, лает. В европейских странах все везде, какой бы кабинет ни наступил, везде он выступает против России. А когда встречается с Путиным, говорит Путин: Владимир Владимирович, мы с вами. Израиль говорит: мы с вами. Сейчас Армения говорит: мы с вами. И еще глаз положил на Ереван тоже. Это наши земли, говорит. Бессовестные, ненасытные. Сегодня из меня азербайджанские спецслужбы сделал, что я агент Израиля.
теперь не знает, почему клеит, меня, на какую сторону. Потому что правда их задевает и не знает, какую информацию отдать своим старшим бесам, дьяволам. И то меня называют ФСБшник, и то кремлевский. И теперь я Роман Цыпином с ним вместе, против вас. Понимаешь? Потому что ваши грехи, азербайджанская республика, у вас столько грехи величиной до самого неба, да? Вот это осталось, это грехи на вашу голову обратно обрушить, от вас только один крик останется. От Аллаха, гнев, когда Аллах обрушится. Вот вы даже не успеете никуда убежать. Турция от вас сразу откажетесь, потому что вы турк, это натовские войска пригласили Кавказ, чтобы они вас поддержали. Они вас не поддержат. Почему? Потому что они знают, кто вы есть. Турция вас оставит, и уйдут они скоро. Потому что ваши хитрые планы против всех народов Кавказа, и вы армянский народ, Афганистан, Кавказ, все народы будешь стравливать против Турции. Вот ваши грязные политики. Вы специально хотите создать Туран, чтобы использовал вас европейцы, НАТО, Америка, чтобы заработать там еще глобальные финансы, деньги против России и создать смуту внутри России, чтобы распала Россия. Но Россия не распадутся, потому что Аллах поддержит нас. И за это вы такую тянете всех за собой, и Турции, и многих бессмысленных стран, которые вам от вас нефть, который качает. В эту яму, которая будет вместе с вами, упадут туда все эти страны. Поэтому ваша политика самый неграмотных людей политика. Просто ждите время. Аллах это все предопределил. Вы ответите нам за то, что вы запрещали лезгинам свой родной язык. Вы ответите нам за все, что грабили наш народ. Столько лет, 83 года, вы даже к Дагестану не пускали наших лезгин к власти. А сегодня, когда Сергей Меликов был назначен, у вас не знают, что делать. Вы хотите даргинцев смуту создать, стравливать. Аварцев вы часто говорите, ваши спецслужбы, мы вам устроим лезгины, аварцы там вам устроят. И их хотят данияловские мафии против Сергея Меликова. Открыто выступает, там говорит, это самая 4-я численность в Дагестане, говорит, лезгины. Они не должны к власти приходить. Ничего себе, 4-я численность. Столько миллионов лезгини живут в Лезгистане, на 4-м месте нас хочет ставить какой-то неграмотный, неразумный человек. Бессовестный. В каком мы 4-м месте? Между нами границы разделили, нас в 4-м месте хочет поставить. Мы на 1-м месте во всем Кавказе, лезгины. Бессовестные. Прежде чем что-то говорить на адрес лезгинского народа, на 1-м месте лезгин во всем Кавказе по численности. Поэтому то, что Дагестане, там 5-й район отделили от всего Лезгистана, вы считаете, это районы Лезгина, а те районы Азербайджана. Никогда такого не будет. Вы специально это говорите, чтобы Сергей Меликов выгнать оттуда. Хватит, 83 года были ваши чиновники, грабители, кровопийцы. Пусть наведет порядок Сергей Меликов в Дагестане. Мы не дадим вам против Сергея Меликова что-то там говорить. Все лезгины Азербайджана, Дагестана, все обязаны сегодня поддержать Сергея Меликова. Я поддерживаю его как имам Лезгистана.
Поэтому любой силы поддержки я сделаю Сергею Меликову. Надо будет, я весь Лезгистан подниму на войну поддержать Сергея Меликова. Бессовестный вы. Лаете оттуда, он христианин. Кто бы он ни был, он лезгин. Нам устраивает. У человека в крови есть совесть. В внутреннем мире есть у него совесть. Вот эта совесть нам нужен, кто бы он ни был. Он правильно размышляет. А у вас исходит один коррупция, выкуп. Клановой системе создавать в Дагестане, использовать их. Прямо в городе бои устроили, сжигают синагоги, церква. Вот ваши знания, подлецы, бессовестные. Поэтому, дорогие мои братья, я поддерживаю Сергея Меликова. Не то, что это у меня национальный разговор. Нет, я как духовный человек, я его поддерживаю. Как имам Лезгистана я его поддерживаю. Потому что если сегодня все страны нападают на Россию, Россия против всех, это уже что говорит? Россия прав. Мы должны поддержать слабого, а не сильных. На земле, в Лезгине, весь кавказский народ обязан по шариату поддержать слабого. Если все страны объединились против России, ведут свою войну, политику, финансируя Украину, финансируя Азербайджан, Грузию, хотят Армению еще использовать. Мы, кавказский народ, обязаны поддержать Россию, потому что это наши соседи. Когда дом соседа горит, все должны этот дом, это огонь тушить. Мы, если взять по закону нашего Аллаха, кто бы он ни был, но мы должны быть примерами для них, потому что пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, нас так учит в Коране и в Сунне. Мы не шакалы, в своих корыстных целях что-то делать в Кавказе или что-то делать в России, в Европе. У нас нет крови предательства, как это предательство сегодня азербайджанское правительство делает. Как шут ведет себя, позорит Кавказ, обычаи, традиции наших предков. И еще себя считает, я из народа Кавказской Албании. Никогда не может такой грязный человек быть, который не знает обычаи, традиции наших предков Кавказской Албании. Поэтому, дорогие мои братья и сестры, то, что размышляет против кавказских народов Америка, НАТО, Турция, Азербайджан, сейчас они хотят присоединить еще Армению против России, хотят использовать Грузию против России, Украина, они вот все вы говорите, что Путин первый начал. Нет, Путин не начал, Путин, президент, не пустил НАТО близко к России. А с Азербайджана не близко подошел. Обманным путем через Азербайджан они приблизились к нашим границам Лезгистана. Вам ясно сказано, на этом месте молитва стоит Зулкарнейна. Зулкарнейна молитва стоит на Дербенте. Поэтому время подходит. Время подходит. Гоги-магоги, аджуджи-маджуджи, которые все мертвечина кушают без бисмилля, подходят к нашему порогу. Поэтому азербайджанская система образования – это дьявольское образование. У них нету. У них деньги выше, чем совесть. У них нет человек, за человека не считает. Главное, деньги, чтобы было. Человек – это высшее создание от вашего Господа.
Человеку надо ценить, уважать, любить, потому что он сын Адама. Мы, дети Адама, мы обязаны поддержать человечество. Но власть Азербайджана, у них нет человечества. Человечески ничего не осталось, у них только деньги. Деньги, ракеты, бомбы, оружие, все покупать. Для кого? Чтобы расширить свою империю зла дьявольский. Нам не нужен до Черного моря, эта империя расширилась на Кавказе. В Кавказе столько народа, столько голоса кавказских горцев. Этот народ должен быть всегда свободным. Никто не должен ущемлять права наших народов Кавказа. Поэтому мы обязаны сегодня смотреть немножко вперед и остановить наших врагов, кто хотят уничтожить наших близких, родных. Поэтому, дорогие мои братья, через Кавказ никому мы не дадим создать смуту, войну на Кавказе. Поэтому я вас говорю, вы обязаны поддержать и Сергея Меликова, этого генерала. Он достойный сын лезгинского народа, опытный. Кто бы ни наступил на землю Лезгистана, Дагестана с плохим намерением, наша земля должен проглотить этих чертей, этих дьяволов. Азербайджан – это коррупционная система зла. Это грибок для всех народов Кавказа. Мы не должны взять пример от правительства Азербайджана, как они берут взятки везде. Всю систему у них держится на взятке. Поэтому мы, если будем такими, мы будем ущемлять народ свой. Как сегодня многие оккупировали районы, главрайоны, захватили земли, и народ не могут там скот, коровы, бараны пасти. Все захвачено. За 100 баран, за 100 коров, 10 коров баран должен главы района отдать. Это что за законы? Веками наши земли были свободны для всех, для бедных, для богатых. Никто не имеет права оккупировать наши земли. Поэтому политика, которая строена на нашей земле, это неправильная политика. Это политика все от клановых систем, не от системы правительства России, не от системы правительства Дагестана. Это каждый сам себе выдумывает свою клановые законы. Поэтому, дорогие мои братья, мы это все исправим. Эти все ошибки допустили. Многие разведки Азербайджана создают это взяточничество внутри Дагестана. Взятка, кто берут, они не должны служить в структурах, системах. А азербайджанцы, которые живут в Дербенте, все только живут на взятках, грабят лезгинский народ, продавая им ихние земли. Начальники полиции раньше Дербентского района все наркотиком занимались. Из Азербайджана на телевизорах возили наркотики. Через таможню пропускали все. А из Дербента все это наркотики возят севера. Над этим возглавляли там 3 женщины, азербайджанки. И начальник полиции их брал, отпускал. Деньги брал у них, взятки брал, отпускал, не сажали, не наказывали. Вот идея Азербайджана внутри Дербента. А правительство Дагестана обязано это все поднимать. Весь коррупционную систему Дагестана должен заглушить. Деньги взятку дает, устроиться на милицию, полицию работать, а потом начинает приставать людям зарабатывать от них взяточники, подкидывает наркотики, зарабатывает. Что за мерзость создали внутри Дагестана? Все это дело рук
азербайджанских правителей. Оттуда все идет, зараза к нам. И еще говорят, мы, лезгины, братья наши, бессовестные. Вы хотя бы свою религию смотри, что Аллах говорит. Это все запрещено в религии. Грабит мирный народ, грабит бедный, нищий народ. Азербайджанцы сейчас туркам продают всю землю Кусарского района, все бизнесы, огороды, земли, все турки покупают. Завтра скажут, это все наши. Бессовестные. Прекратите эти вещи. Да, действительно, Азербайджан столько бесчинств создал на территории Дагестана, Азербайджане, на нашем лезгинском Лезгистане. Мне не надо два слова сочинять. Я не сочиняю. Я то, что есть, говорю. Я без бумаги это все объясняю вам, чтобы вы поняли, что вы не на правильном пути. Не говори нам, мы братья. Мы не хотим такие братья. Если этот брат, который в Азербайджане, он хоть мусульманин, у него должен совесть бороться против своих чиновников, против своего государства. Если он не борется, оставляя это все мерзость в Азербайджане, убегает из Азербайджана, он никогда не могут быть нашим даже братьям, потому что он испугался говорить правду против них. Таких людей Аллах в рай никогда не пустит. Бессовестные. Что вы можете писать все время ниже пояса? Ниже пояса. Только у вас язык для этого. Хоть верующий, хоть неверующий. Вместо того, поддержать своего верующего брата, они только хаять. Блин, столько лет вы запретили в школах лезгинский язык. Как это понять вам? Вы говорите правду. Разве наш народ это не честь, не совесть нашего? Какой вы имеете право запретить всем народам, которые живут на территории Азербайджана, их родной язык? После этого кто вы вообще по жизни? Варвары. Часто вы Россию нам показываете. России вот такой мерзости нету, чтобы нам запретили наш родной язык. А у вас эта мерзость исходит. Вот что задевает честь, совесть нашего народа. Почему наши дети должны вырасти без родного языка, писать, читать, чтобы не могли? Почему вы создали такие условия нашим народам в территории Азербайджана? Потому что вы нас за людьми не считаете. Вы шакалы, вы подлецы. Хоть от шакала пользы есть какой-то. Аллах это творение создал для того, чтобы в лесу какой-то животный умер. От него погода, климат не заразился. Шакал послал все это заразу, съел, очистил, ухаживает хоть за нами, служит нам, чтобы было чисто все. А от вас никакой, от правительства Азербайджана никакой пользы нету. Только мерзость исходит, запрещая людям свой родной язык. И еще хвалите, у нас родина Азербайджан. Говно у вас Азербайджан, родина. Азербайджан. В России 30 миллионов мусульман. У вас там 5-6, 100 тысяч человек нету там. Еще все говорят, мы мусульмане. Что они создали в это столько лет? Только издевались над евреями, над лезгинами, над аварцами, над всеми народами, запрещая свой родной язык. Поэтому, прежде чем что-то говорить, надо смотреть, в каком образовании вы, от них какое образование вы получаете. Одни взяточные системы, там, кто лезгини работает, мэр города, там, конечно, там взятки брать, давай, грабить и кормить свои начальства. Дальше поставили, да, там такого мошенника тоже. И он говорит, выступает, Азербайджан наша родина. Пошел ты к черту, шайтан проклятый.
Лезгистан – это моя родина, потому что я лезгин. И веками был, и до судного дня этот лезгинский народ будет. Это наш род. А ты, если азербайджанский род, тебе пора уже собрать чемоданы, вместе с ними уехать за рекой Аракса. Великая хвала всезнающему Аллаху. Воистину, Аллах дает разум и мудрость. Беспонтовые, неграмотные люди там говорят имя Аллаха не называй. Знай, не ты создал меня. У меня есть мой Аллах, с кем я каждый день разговариваю. Не твое дело мне это говорит, подлец. Знай себя, свое место в этом мире. Дьявольский кусок, ходящий труп. Поэтому я раб всемогущего Аллаха, который я никогда не сомневался. А ты не учи мне говорить имя Аллаха, не говорить бессовестные. Вот ваша религия. Армяне не имеют права ислам принимать, бессовестные. Как не имеют права ислам религии для всех? У кого душа мудрости есть, кто читает, кто понимает, каждому есть эта книга. Азербайджан говорит, армяне не имеют права. И армяне больше мусульман на земле, чем вы. У вас нету никакой религии. У вас только в умах деньги. Хияр, помидор, огурцы, там все подряд, короче, алчи там, короче, обманывать в весах, килограммах, короче. Вот это у вас опыт знания. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух, дорогие мои братья. Будет мир на земле, если Азербайджан не будет на Кавказе. Ассаламу алейкум, баракаллах.